Шум братуля Ялгат. Здравствуйте, друзья. Я Болян Сирис, он же Александр Болькин. 21 марта в Киеве состоялся брифинг, посвященный созданию информационной платформы «Свободный Идель Урал». Информацию об этом можно найти в Фейсбуке на одноименной страничке. Движение подчеркивает, что оно выступает исключительно с правозащитных, ненасильственных позиций. И основная цель его – это просвещение народов Идель-Урала относительно их прав. Прав культурных, национальных, религиозных, экономических и политических, включая право на самоопределение. По большому счету, все в рамках даже Конституции Российской Федерации. В голову не приходило, что это может кого-то раздражать или тревожить. Однако в тот же день некий Игорь Петров размещает в политнавигаторе статью: «В Киеве помечтали о развале России и уменьшении русских по плану Гитлера». Комментарий к статье еще тревожнее. Нас обвиняют в том, что мы собрались уничтожать русских. Количество встревоженных зашкаливает и поэтому беспокоит. Почитать я их для вас не могу, написать что-то тоже, потому что заблокирован. Поэтому обращаюсь к автору и комментаторам тоже. Друзья, мечтают о развале России многие, но любой вклад в это дело меркнет на фоне того грандиозного, фундаментального проекта, над которым без устали трудится правительство Российской Федерации, Дума и лично Владимир Владимирович вместе со своей вертикалью власти. Думаю, что в кабинете каждого из этих трудяг можно повесить плакат со слоганом «Никто, кроме нас». Нам же чужой славы не нужно нас в этом обвинять, и без нас справятся. Отцы развалили Советский Союз, дети развалят Российскую Федерацию. Вопрос только возникает такой от народов Идель-Урала: а почему мы должны разваливаться вместе с вами? А можно, чтобы вы разваливались без нас? Теперь о планах. Мы не согласовывали никаких своих планов с Гитлером. И не стали бы. И не потому, что считаем его преступником и чудовищем, за победу над которым пришлось заплатить миллионами жизней народов Идель-Урала, и не только. А потому, что у нас нет никаких планов, никаких проектов по уничтожению кого бы то ни было. Напоминаю, Идель-Урал – это европейский проект. Мы будем действовать исключительно легальными, цивилизованными методами. Никаких взрывов, стрельб и отравлений. Идель-Урал – это Европа. Когда мы говорим о государствах Идель-Урала, мы имеем в виду, что время их наступит тогда, когда всем будет очевидно, что мы не можем дальше развиваться в рамках Российской Федерации, которая на сегодня меньше всего озабочена тем, чтобы обеспечить полноценное и полноправное развитие наших народов. И если мы говорим о государствах в составе Идель-Урал, то мы говорим о государствах, в которых действует законодательство цивилизованных стран. И поэтому там не может быть никакой дискриминации, ни по какому признаку, ни по национальному, ни по какому другому. Татарин ли ты в Чувашии, удмурт в Башкирии или русский в Эрзяно-Макшане, если ты соблюдаешь законы, если ты законопослушный гражданин, тебе абсолютно ничего не грозит. Поэтому успокойтесь, товарищи генносы, шовинисты. Не отвлекайтесь от празднования своего недавнего свободного волеизъявления и счастливого вам пути к дальнейшему процветанию под руководством избранного вами. Искренне желаем вам успеха в расчете на вашу взаимность. До следующей встречи.